Ого, затянуло и ветер. Туланчик. 4 часа 30 минут. В 4 часа будильник позвонил, не смог встать. Спал как убитый. Пару раз вставал, там подкидывал дрова. Ребят, ветер шумит. Это не очень хороший знак. Может резко все измениться погода. Не, сейчас я позавтракаю. И уже буду собираться домой. Поедем. Потому что не знаешь, в какую сторону повернет эта погода. Мне надо быстро отсюда уехать, пока не начал это все таять и пока есть переход через речку. Оф, отдохнул хоть нормально. Вот тогда я спал. Ох. Ветрище, ё-моё. С утра сегодня. Хотя сейчас пока прохладно. Нормально. Ладно, давай. Позавтракаем, Туран. У тебя каши море, у меня тоже макарон море. Что-то аппетита совсем нету. Эти остатки он, если не съест, я возьму с собой и увезу домой. Ну, я имею в виду в избушку. На первую избушку, там я его накормлю. Вот такие дела. Ну все. Утро. Опа. Ой. Все заклинило мышцы. Что-то. Чайник уже закипел. Залил термос кипятком. Стулану отдам макарон. Аппетита нет у меня тоже. Смотрите, сколько. Пол кастрюли. Сейчас я ему дам, сколько съест. Ну, а что останется, заберем с собой. Да? Нормально. Ветерок такой. С 4 часов утра что-то гудит. Чаукает с удовольствием ест. Что там какой-то. Непонятно, кто кричал. Хрен пойми. Ну, пускай ест. Ему понравилось. А у меня аппетита, просто аппетита нет. Чтобы эту кастрюлю доедать, это не хочу. Я уже собираюсь, и на глаза попалась эта приспособа. Чем я поднимаю избушку. Я об этом уже рассказывал, показывал, но время от времени все равно спрашивают. Еще раз показываю. Такой носик. Это получается вот этим и поднимаю под срул. Ложишь, а здесь у меня домкрат стоит вот тут. Домкрат поднимает. Это уже всю избушку. Швеллер обычный, толстый такой, 70-ка, наверное, 7 миллиметров толщина, не меньше. Метр покупал в магазине, ровно метр, из этого я сделал. Вот здесь получается, ну, нижние где-то 15 сантиметров, здесь получается где-то сантиметров 20. Вот. Угольник, чтобы вот верняк было. Все приварил капитально. Здесь закрыл, это можно открытым оставить. Укреплял как мог. Везде швы варил, подгонял. Вот это швеллер. Вот это до туда вставил. Внутри все приварил. Ну, блин, вот если
Есть понятие, это вы поймете, как это все сделано. Здесь приварил такой прут, чтобы вот в бревно он воткнулось, чтобы не скользило. И поднимает, в принципе. Ремонтирую избушку. Это из-за безвыходного положения я это сделал. Потому что избушка здесь у меня стоит на мягкой почве. Весной вообще глина такая сырая. И домкрат под бревно не подложить. И потом я домкрат ложу на доску снаружи избушки. А вот эта часть у меня под бревно заходит, и потом всю конструкцию поднимаю. Когда я делал это, в интернете таких приспособ даже и не было. А сейчас уже появляются. Некоторые присматривают, смотрят, копируют. Вот. Долго думал, что, как сделать. А потом... Люди спрашивают, значит, они нуждаются в этом тоже. Как бы просто так не спрашивают. Им тоже надо как-то поднять, видать, избушку. Если хорошая почва, там под бревном выкопал яму, туда поставил домкрат и поднял. Проблем никаких нету. Вот. А у меня, сами видели, некоторые зрители смотрят, как я ремонтировал избушку и как я этим поднимал. Вроде работает, мне нравится. Даже смело я могу посоветовать, чтобы вот так сделали. Вот считай, из метра вы 15 сюда режете, даже до 15 примерно, и здесь 20. А остальное вот сюда уже уйдет. Вполне достаточно. Я этот размер, эту высоту под свой домкрат сделал. Чтобы как бы ставишь домкрат спокойно и уже поднимаешь. Поднимаешь, подкладываешь там дощечку, потом снова. И очень, конечно, долгий процесс, но возможно там, даже в тайге. Вот я рано или поздно здесь я буду ремонтировать. И этим домкратом также буду поднимать. Вот. Здесь хорошо торчит, вот туда поставил. Приспособу туда поставил и уже поднимаешь. Одну сторону поднял, там подложил он туда чурку, вторую подложил. Потом это нижнее бревно убираешь, ставишь новый. И все. Ну, примерно так. Просто вот спросили, я еще раз показал. Избушка убрался. Эти газеты я на столе оставлю, потому что время от времени мыши как-то умудряются залезть и там оставляют свои автографы. Ну, ведро опрокинул везде, все, воду вылил. Ладно, спасибо, изба. Следующий поход, думаю, будет уже по открытой воде. Ну, ладно. Сейчас погоду покажу. Вот, смотрите. Погода резко изменилась. И этот снег сегодня будет уже таять днем. Решил, в общем, поеду. Загрузил сюда чагу. Тулан уже тоже готовится. Лыжи. Просто так не приезжали. Заготовили дрова. Каждая поездка, что-то я тут делаю. Отремонтировали трубу. Ну, так получилось, что поделаешь. Будем что-то делать, чтобы в будущем году эта труба снова не наклонилась. Или перед весной надо приехать, убрать снег. Тоже вариант. Но, к сожалению, я раньше не смог приехать. Вот. Сейчас соберусь, поедем и уже... Поеду я другими путями. Вот где я приехал, другими путями поеду. Через вырубки по дороге лучше поеду сегодня. Так быстрее получится. Потом выйдем на большое болото. И через болото пересечем вот это болото. И уже
доедем до избы. Вот смотрите, что творит погода. Шикарно, да? Быстро прямо на глазах прибавляется снег. Ладно, сейчас будем заводить, запускать двигатель. Да, Тлан? Так. Где у тебя обоссана, блин? Немножко погрею. Для четырехтактного надо немножко, чтобы погреть хотя бы 5 минут. И уже можно ехать. Ладно, изба. Сейчас я еще зайду, там дверь приоткрытым оставлю. И уже поедем. Весь путь снимать не стану. Ребят, весь путь снимать не стану, как я буду ехать. А местами, может, где-то отключусь. Я когда сюда ехал, старался вам показать, по каким местам я ехал. Ну, посмотрим, как получится. Вот, жалко, что погода такая сегодня. Ну все, давай, изба. До новых встреч. Приедем уже в мае или в начале июня. Не раньше. Сейчас у нас бездорожье будет. Да? Ладно. Вроде ничего не забыл. Вроде ничего не забыли. Все взяли. За сегодня куда-то я потерял. Не знаю, насколько далеко. Свою дивизию обратно возвращаться. Ладно. Привязать надо, наверное, чем-то. Ладно, сейчас, наверное... Бля, я опять карабин. А, вот карабин. Думал, карабин потерял снова. Почему-то открывается вот это все дело. Вот. Что ему надо? Тула! Лах! Тулан! Тоже возьму его. Лах, все! Лах! Возьму тебе сразу. Все! Лах! Лах, 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 лах! Здесь я быстрее буду ехать. Лах! Лах, все, это че? Все! Все, все, все! Это че? Тулан! Это че, все! Это че? Все! Хитрый. Не хочешь бежать? А? Ладно, надеюсь, не потеряю тебя. Это, ребят, у меня уже вторая остановка. Пока ехал. Переоделся, капец. Ну, сейчас я обратно одену. Теплые штаны, там вообще пурга метет. Здесь ветрено на дороге будет. Дальше буду ехать именно по дороге. Проскочил я это
ельник. Вообще, блин, зимой пробивать дорогу тяжело, но сейчас еще хуже. Сейчас снег тает, везде вот такие ямы, ну, не очень ездить. Тут уже все, видите, тает. Вода кругом. Ладно, пусть подостынет редуктор. Я переодену, штаны одену и доску. Поедем дальше. Тулана взял, все. Пускай он будет тоже сидеть. Иначе его придется ждать долго. Потому что 20 километров он, ну, больше не набирает обороты, скорость, но 20 километров собака тоже не будет бежать. Чагу он туда перетарил. Пока никого не видел. Погода вчера шикарная была, сегодня не очень хорошая. Ветрено. Отпустил Тулана. Он сырой, я сырой. Ребят, дождь начался. Вот так, резко изменилась погода. Я и говорю, надо постоянно в тайге смотреть в небо. Что осенью, что сейчас вот весной. Осенью боишься, что быстро поменяется все, и ты просто замерзнешь, как и в прошлом году. Я вам честное видео показывал, как может человек попасть в лед. И сейчас вот вроде все, наст хороший, и буквально за несколько часов может все измениться. Может этот снег, во-первых, уже идет дождь, во-вторых, этот снег превращается в такую вот сырую кашу, я не знаю во что, и будет набивать тележки, гусеницы. Невозможно будет выбираться. И в-третьих, это, конечно же, этот снег может стать мягким, ты будешь проваливаться, представляете? Так что не надо мешкать. Осень, весна, это опасно. Я ехал сейчас по трассе, потом
трасса перешла на просеку. И сейчас уже на основную просеку тоже стал первый раз. Ни разу в жизни ни на лыжах, ни пешком, ни на чем я не ходил, не ездил. На буране тоже тут не ездил. Хочу проверить, вот здесь проеду. Посмотрим, какая дорога. Если понравится, я буду здесь уже другие походы тоже ездить. Вот. Там квартальный столб стоит. Где-то сантиметров 40, наверное, от уровня снега выше. Но уплотнился уже снег. Ну, где-то вот за зиму у нас было сантиметров 70. Местами 90 сантиметров снега уровень. Вот. Ну, попробуем, что получится, как получится. Потихоньку, помаленьку буду здесь. Здесь пока терпимо, но вот эти бугорки, вот эти, очень тяжело, конечно, рулить. Колени уже отбил. Там руль, короче, вот такие, когда скачешь по таким бугоркам, у меня руль в колени ударяется, наверное, вот здесь уже такой синяк. Вот. Там вроде как сосновый лес дальше. И полным ходом идет дождь. Так что надо сейчас немножко подостынет редуктор и поеду. Газку, только газку. Быстро надо выбраться отсюда. И перейти. Самое главное, основное, потом перейти речку. Если перейдем речку, мы спасены. Хоть потом ливень пройдет, без разницы. Это здесь, на другом берегу реки, это риск. Оставить технику и тоже. Так что надо вовремя выбираться. Все капает, все в снегу, проводка, блин. Неприятно, конечно, вот это все. Другого варианта нету, все летит. Редуктор теплый, да, греется нормально. Вышел на болото. Мало приятного, что тут оказалось вообще. Короче, херня полная. Между деревьев там вообще уже возле болота там вода набирается. Короче, как по серпантину зигзагами проехал. Вот, я нахожусь на болоте. Большое болото. Сейчас поеду в том направлении. Если не ошибаюсь, там озеро должно быть.
Могу ошибаться. Потому что выехал там, где я никогда еще не ездил. Дождь полным ходом идет, усиливается. Снег уже сырой. Ну, терпимо набивает, но если бы на буране все, капец. Буран бы уже давно стал. Ладно. Сейчас уже, если попаду на озеро, включусь. Если нет, так поедем уже до избы, до реки. Тут снимать нечего. Вон, смотрите. Полным ходом. Все, очки во льду в этом. Так, прибыли. Ну вот еще один уровень препятствия. Переход через речку. Так, здесь перееду, потом ниже спустимся. Куда-то вон туда. Там подъем более пологий. Другого варианта нет. Речку перешли, все хорошо. Ночные заморозки сегодня хорошие были, и возле берега нормально так подморозило, но в то же время вода чуть-чуть немножечко поднимает. Загрузился вот так. Если получится, увезу вот эти доски до избушки. Здесь тоже отсюда пешком на себе тащить не хочется. Вот, смотрите, верба. Вон. Но это ива, понятно. Сейчас я понял, что вот надо вербу собрать, красные веточки, которые... А она верба. А вот это уже коричневая, это ива.
Ну, сколько лет собирал. В принципе, нормально. Там ива или верба. Бываешь, путаешь. И вот в этом году я помню, подписчики ни разу мне писали об этом. В будущем году опять я забуду. Все подряд пособираю. Ладно, ребят, давайте, болтать уже не стану. Вот за этой опушкой леса, наша изба, я спустился ниже на поворот. Потому что здесь берег пологий, хорошо поднимается. А там у меня возле избы вот такой. Вообще очень тяжело пришлось бы, если там мотособакой начал подниматься. Ладно, сейчас я здесь проеду и уже до избы. Погода, сами видите, то снег, то дождь, то все в кучу. Это вон, стекло весь во льду, ничего не видно. Вроде идет нормально. Самая лучшая техника в мире. Честное слово. Смотрите, без проблем тащит доски. Загрузился я 80 килограмм. Чага, лыжи. Там вещи. Здесь доски. Тулан. И он в силе все это тащить. По прямой хорошо идет вообще. Тащит без проблем. Ну вот. Мы снова на первой избе. Черным зароком. Сегодня уже будем ночевать здесь. Переночуем.